массово и не соблюдая социальное дистанцирование, административное дело возбудили в Якутске после субботника. Пункты для сдачи ЕГЭ готовят в регионе. Русский язык станет самым массовым экзаменом. Какие меры защиты будут приняты? Комикс в соавторстве с якутянином экранизируют. Оригинальный сценарий «Майор Гром. Чумной доктор» лег в основу супергеройского фильма. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 74 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Якутии, из них 67 в Якутске, сообщил в ходе брифинга 2 июня глава республики Айсен Николаев. В республике за сутки выздоровели 37 человек. Ситуацию в районах Айсен Николаев охарактеризовал как в целом спокойную. Но есть ряд районов, где большое количество больных в вахтовых поселках. Все они установлены и находятся на лечении. По сельским территориям беспокойство вызывают Намский и Мегино-Кангаласский улусы, но вместе с тем мы уверены, что и там очаги будут локализованы, заключил Айсен Николаев. Централизованная библиотечная система запустила онлайн-портал «Хроники COVID-19», в котором отражены материалы, события, статистика и истории про ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице республики. Разработка сервиса заняла 1 месяц и принадлежит директору централизованной библиотечной системы Марии Андреевой. Проект включает в себя несколько разделов, где собраны рассказы жителей, материалы из СМИ, фото, видео, документы и данные оперштаба региона. А благодаря специальной функции «Таймлайн» можно проследить все события, связанные с коронавирусом в столице республики с января 2020 года и до настоящего времени. Материалы портала находятся в открытом доступе. В Якутске возбудили дело после организации субботника Арктическим государственным агротехнологическим университетом. В мероприятии приняли участие 55 человек. 22 мая на территории ипподрома агротехнологическим университетом проведен ежегодный субботник с организацией питания. Отмечается, что при этом мероприятие было организовано без соблюдения социального дистанцирования и средств индивидуальной защиты. Прокуратура внесла в адрес ректора вуза представление в отношении ответственного должностного лица первого проректора университета. Возбуждено административное дело. Предприниматели Якутии могут получить займы в Фонде развития предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства предпринимательства Якутии. Поддержка предоставляется для предпринимателей, ведущих деятельность в сферах наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поддержка предоставляется в заявительном порядке. Заявки принимаются дистанционно на электронную почту фонда fondsaha@inbox.ru с досылкой бумажного варианта. Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время коронавируса. На эти цели из резервного фонда правительства выделяется 145 миллионов рублей, сообщает официальный сайт правительства. Волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня. В том случае, если приняли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составит 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь. Единовременные выплаты начали получать семьи с детьми. Речь идет о 10 тысячах рублях для детей от 3 до 16 лет. В пенсионном фонде отмечают, что первыми материальную помощь получат люди, которые подали заявление до 22 мая включительно. Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, то деньги перечисляют до 2 июня. Подробнее у Юлии Осипова. Сегодня Дарья в числе первых якутян получила единовременную выплату на ребенка. Заявление она подала еще в середине мая, сразу после объявления президента страны. О выплате на ребенка от 3 до 16 лет я узнала из средств массовой информации после выступления, обращения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сыну 5 лет, и 13 мая через сайт госуслуги мы заполнили заявление. И уже сегодня утром, 1 июня, получили пособие в размере 10 тысяч рублей.
такое непростое время здорово, что государство осуществило такую поддержку для семей с детьми. По сообщению Пенсионного фонда, на получение дополнительной поддержки от государства претендует порядка 207 тысяч семей по всей Якутии. Первыми же ее получили родители, подавшие заявление до 22 мая. В условиях пандемии, в условиях самоограничений, в которых мы сейчас находимся, безусловно, лучшим способом предоставления этого заявления является подача заявления через портал государственных услуг. Выплаты, предложенные президентом России Владимиром Путиным, должен получить каждый ребенок в возрасте от 3 до 16 лет. Стоит отметить, что доходы родителей в данном случае не играют никакой роли. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. В общей сложности, с учетом сегодняшних и ранее принятых решений, такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. От младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Для получения этой выплаты заявление можно подавать вплоть до 1 октября. Стоит отметить, что это не единственная мера поддержки для семей с детьми. Также с апреля в республике начался прием заявок на получение ежемесячных дополнительных выплат в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Претендовать на них могут все семьи. Заявки также будут приниматься до 1 октября. Юрий Осипов, Якутск. Якутские выпускники готовятся к ЕГЭ. Напомним, в этом году его будут сдавать только те, кто собирается поступать в ВУЗ. В Якутии это 8 тысяч человек. Первые пробные экзамены запланированы в конце июня. Они пройдут без выпускников. Основные же начнутся с 3 июля, на месяц позже обычного. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Русский язык в этом году станет самым массовым экзаменом. Именно поэтому его будут сдавать 2 дня – 6 и 7 июля. В условиях пандемии только такой способ поможет охватить экзаменами всех выпускников. По новым правилам в каждом классе одновременно смогут находиться только по 8 человек, при условии, что их рассадят зигзагом по 1 человеку за партой на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Кроме этого, для максимальной безопасности основное внимание будет уделено дезинфекции помещений, в которых будут проходить экзамены. Участники будут приходить, соблюдая дистанцию 1,5 метра, и термометрия будет при входе, обработка помещений перед каждым экзаменом, после каждого экзамена. Будут дети и участники, организаторы итоговой государственной аттестации приходить в масках обязательно, в перчатках будут. Мы планируем по 10 человек в кабинетах, зигзагообразная рассадка должна быть, поэтому мы сегодня считаем количество аудитории. Увеличение количества пунктов проведения мы не планируем. Увеличение аудитории зависит от количества сдающих. Количество сдающих сегодня уточняется. С легким паром. Скоро эта фраза прозвучит в обновленной городской бане, которая много лет была законсервирована. В этом году было принято решение реконструировать социально значимый объект Ленска. Деньги на ремонтные работы были выделены из казны района. 1 июля подрядчики гарантируют сдать объект. Дополнительно планируется предоставлять парикмахерские услуги. Это 10 новых рабочих мест, как отметил глава района. Сроки идут с опережением графика, ребята работают. Я думаю, что это, наверное, за последнее время первый объект, который будет сдан досрочно, и досрочно, и с хорошим качеством. Я думаю, наши люди, жители, скажем, города, района уже давно ждут, когда баня наша заработает. Поэтому я думаю, что ближайшее, через месяц эта процедура, скажем, уже произойдет. Баня – это место, где это место паломничества, наверное, людей, где можно пообщаться, поговорить, послушать новости, обменяться мнениями. Там опять соберутся рыбаки, охотники, слесари, все, что у каждого своя тема. На самом деле это именно место для общения. Оригинальный сценарий комикса «Майор Гром. Чумной доктор», написанный в соавторстве с якутянином Евгением Федотовым, лег в основу супергеройского фильма. Отечественная кинолента выйдет на большие экраны в следующем году. Созданием картины занимается Bubble Studios. О комиксах, сценарии в фильме Айсена Бурнашова.
эта лента – настоящий прорыв в отечественном кинематографе. Такой супергеройской истории на основе комикса в России еще не снимали. В центре сюжета приключения полицейского из Петербурга с фамилией Гром, которому противостоит чумной доктор, преступник в маске. Сценаристом кинокартины является гендиректор издательства «Бабл» Артем Габрилянов. Оригинал стори они писали вместе с Евгением Федотовым. «Чумной доктор» — это те первые арки, которые еще я с Артемом Габриляновым создавал, и они легли в основу фильма. Я работал именно над комиксным первоисточником, то есть сценарий фильма это уже позже создавался, мы делали именно сам комикс. Съемки фильма стартовали в Петербурге еще в сентябре прошлого года. И, по всей видимости, картину ждет неимоверный успех. Только за несколько дней официальный трейлер фильма собрал свыше 1 миллиона просмотров. Что будет с самой кинолентой? Она очень здорово сочетает в себе одновременно свой такой комиксный, безбашенный сеттинг, и при этом она стала чуть взрослее по мироощущению, чуть более серьезнее, и вот это ей к лицу. То, что я увидел, это прям очень здорово передает то, что мы когда-то хотели сделать в рамках даже самого комикса. Серия комиксов о майоре Громе публиковалась с 2012 по 2017 годы. Помимо Грома, якутянин работал над Бесобоем, Иноком, Мироходцами и Временем Ворона. Сейчас Евгений Федотов трудится в другом направлении, создает синематики в компьютерных играх. Комиксы стали его любимым хобби. Между тем, автор-сценарист уверен, что этакий ответ иностранному Марвелу или вселенной DC стоит ожидать и от якутских комиксов. У республики есть огромный потенциал, считает Евгений. Комикс, он позволяет тебе высказаться, и это то самое кино, которое ты можешь снять в одиночку, ну или небольшой командой. Я «Клоун Ходит» читал, я много думал на тему того, что можно ли его взять за основу, и да, можно. У Якутии есть огромное количество своего этнического материала, который очень здорово бы было использовать. Она будет другой, она будет завораживающей. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.